дорогая церковь, возлюбленные братья и сестры, дорогие гости, наши братья и сестры с других церквей, мы вас приветствуем. Приветствуем. И этот день сотворил Господь. Этот день прекрасный, который называется еще одним днем, который несет благословение, несет благодать и любовь Господа. Давайте будем вставать все со своих мест и будем прославлять Его святое имя, потому что в нашей жизни только Он достоин самой высшей хвалы, самой большей благодарности нашего сердца, потому что все источники жизни нашей от Него. Все им сотворено, все ради Него, и им мы живем. Давайте будем воспевать, благодарить, благословлять, прославлять нашего Бога, нашего Иисуса Христа, Святого Духа, того, кто держит эту церковь и этот мир своей любовью, своим словом. Аминь. Душа моя поет, твоя любовь меня к тебе зовет. Душа моя поет, мы будем петь и славить, восклицать. Сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать. Сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Душа моя поет, призвал меня ты милостью своей. Душа тебе поет, мы будем переславить, восклицать. Сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем переславить, восклицать. Сердцем всем хотим тебе хвалу воздать.
быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, омывшись из души моей, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Аллилуйя! Воздай мы всю славу, Господь, мы славим Тебя. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, что б ни делал, я пою Тебе. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, что славить мне. Где бы ни был, что б ни делал, я пою Тебе. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое.
все порвать, не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна, громче песня моя. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес. Есть хвала, ее не удержать, сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна, громче песня моя. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, буду вечно петь тебе. Мы поем тебе и воспеваем, Господь, и славим тебя в каждом дне, ибо ты достоин всей славы. Небеса поют тебе новую песнь. Бог мой, я сам на тебе. Вся земля поет тебе новую песнь. Бог мой, вся слава тебе. Вся вселенная склонится перед тобой. Бог мой, я сам на тебе.
небе и земле, кто сравнится, Бог с тобой? Ты достоин, Господь святой, нет подобного тебе. Нет на небе и земле, кто сравнится, Бог с тобой. Ты достоин, 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 нет подобного тебе. Нет на небе и земле, кто сравнится, Бог с тобой. Ты достоин, 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 нет подобного тебе. Нет на небе и земле, кто сравнится, Бог с тобой. Ты достоин, Господь святой. Господь святой. Господь святой. Так долго искал я сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, те, что приобрел. Пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашел, не нашел. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своей кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая. Iisus
то, что Ты нашел нас, избрал, очистил, назвал нас своими детьми. Спасибо, Господь. Не потому, что мы такие хорошие, Господи, но потому, что Твоя любовь настолько велика, настолько глубока и настолько широка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою любовь. До краев земли Ты меня с собой влеки. Быть хочу с Тобою там, где Ты. Все, что есть во мне, Ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы Своей. Чистые сердца узрят, Господь, Тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная Твоя прославляют лишь Тебя. Земли Ты меня с собой влеки. Быть хочу с Тобою там, где Ты. Все, что есть во мне, Ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы Своей. Чистые сердца узрят, Господь, Тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная Твоя прославляют лишь Тебя. Превознесен с собой влеки. Быть хочу с Тобою там, где Ты. Все, что есть во мне, Ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы Своей. Чистые сердца узрят, Господь, Тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная Твоя прославляют лишь Тебя. Превознесен святый Господь.
собой влеки. Быть хочу с тобою там, где ты. Все, что есть во мне, ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы своей. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, за Твою любовь, за Твое принятие. И мы сейчас, Господь, предстоим перед Тобой, открываем наши сердца. Пусть Твой мир наполнит наши сердца, Господь. Мы приносим, Господь, перед Тобой все наши разочарования в этой жизни, Господь. Все надежды, Господь, которые не сбылись, Господи. И мы все приносим к Твоим ногам, ибо мы верим, Господь, ибо мы знаем, что Ты наша надежда, Ты наше упование, Ты наша скала. Отец, спасибо за великую милость Твою, за то, что мы сегодня, как народ Божий, как принятые Тобой, как усыновленные Тобой, Господь, как Твои дети, могли собраться здесь, в Доме Твоем. Отец, мы благодарим Тебя и говорим, что мы нуждаемся в Твоей любви еще больше, чем когда-либо. Дух Святой драгоценный, чудесный Божий Дух Святой, прикоснись в каждое сердце, прикоснись, Господь, и пусть всякая несвобода, пусть всякая печаль, пусть всякая обида, она будет разрушена силой и могуществом Твоего Духа. Господь, прикоснись, помажь илеем Твоим, помажь своей святой кровью, окропи, Господь, каждое свое дитя, Господь, чтобы мы ожили, Господь, чтобы свет Твой, Господь, осветил наши сердца, наши умы, Господи. Благодарим Тебя, Отец, что мы сегодня есть церковь, Господь, что сегодня, благодаря Твоей милости, нас никто не преследует. Мы так в простоте и с Твоей святости можем собраться, Господь, и прославлять Твое святое имя. Отец, мы сегодня благословляем этот город, Господь, город Якутск, в который мы родились, в который мы переселены некогда, Господь, родившиеся в других местах, потому что Ты в нас вложил, Ты нам доверил этот город, что мы с высоты небес, Господь, с позиции Твоего народа мы могли молиться, благословлять этот город. Пусть высвобождается Твоя милость, Твоя благодать, Твое устройство на этот город, во все начальства и власти, Господь, во все слои, Господь, власти начальства, Господь. Пусть будет Твое водительство, пусть будет Твой порядок, Твое устройство во имя Иисуса Христа. И пусть каждый из нас, Господь, да будет наполняться Твоим светом, Твоей силой, благодати, любви, милости. Ибо Ты призвал нас быть миротворцами. Пусть та земля, в которой наступает наша нога, Господь, станет святой, Господь, и пусть Твое присутствие будет настолько реально, Господь, чтобы мир вокруг менялся, Господь, чтобы люди обратили свой взор на Тебя, чтобы уши слышащих были открыты, Господь, чтобы сердца были открыты для Твоей благой вести, для слова благодати, которое может спасти нас. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы молим Тебя сегодня за мир во всем мире. Отец, прости, Господи, прости живущих на земле, Господи, потому что иногда мы не можем понять, Господь, и даже не можем иногда понять, чего мы хотим, Господи. Но Ты говоришь, Господь, чтобы мы обратили свой взор на Тебя, чтобы мы взывали к Тебе, чтобы мы искали Тебя
пока еще есть время найти Тебя. Отец Небесный, мы сегодня молимся, как церковь, за мир между Россией и Украиной, за мир на Ближнем Востоке. Ты призвал нас, чтобы мы благословляли Израиль, Господь, чтобы мы молились за мир в Израиле, в Иерусалиме, на Ближнем Востоке. И мы сегодня говорим: да будет шалом, шалом Божий в Иерусалиме, да будет мир Божий. Шалом, 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 Эрес Исраэль. Господь, помоги взывающим, помоги, Господь, каждому призывающему Твое имя, Господь. Пусть имя Иисуса Христа будет спасительной силой. Пусть каждый человек, Господь, который будет обращаться и призывать Твое святое имя, да будет спасен и помилован. О, Господь, подними своих ходатаев, своих молитвенников по всей земле, Господь, чтобы мы молились за мир, мы просили мира Твоего, Господи, по всей земле. И пусть милость Твоя, Господь, пусть Твоя спасительная сила войдет в каждый дом, в каждое сердце, Господь. Твоя милость и любовь, Господь, они имеют силу восстановить, Господь, исцелить, укрепить, возродить. Славим Тебя и благодарим. И пусть сегодня, Господь, в этой церкви, в сердце каждом из нас, Господь, в этом мире, в этом городе, высвободится Твоя святая воля, Твоя святая, благая, угодная, совершенная воля, Господь. И пусть во всем мире будет Твой мир, Твое устройство, Господь. Потому что Ты есть Господь и Господин, сотворивший эту землю и держащий своим словом, своей милостью эту землю. Благодарим Тебя, Господь. И пусть все уши всех, Господь, сегодня, кто собрался ради Тебя, чтобы слышать Тебя, Господь, да будут они открыты, Господь, чтобы Слово Твое было посеяно на добрую почву наших сердец. Славим Тебя, Господь, и благодарим. Пусть во всем, что мы делаем, Господь, пусть во всем мире да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. И сейчас время молиться и благословлять за наших детей. Дети драгоценные. Я попрошу Наталью Михайловну помолиться. Лиза, вставай, вставай, вставай. Аллилуйя, Господь, вся слава Тебе. Вот наследие от Господа, дети — награда от Него. Господи, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, Господь, за каждое сердечко, за каждого подростка, за каждого молодого человека. Господи, Отец Небесный, мы благословляем их, и Ты, Господь, благослови их. Пусть Твоя рука, Господь, будет над ними, оберегая их от всякого зла, Господь, где бы они ни находились, Отец. Господи, дай им познать и разбираться, где зло, где добро. Помоги им, Господь, понять, где хорошо, а где плохо. Господи, пусть они ходят Твоими путями, Отец Небесный. Пусть да будут они послушны Духу Твоему Божьему, Господь. Господи, благослови, Господь, благослови их любить Тебя всем сердцем своим, Отец, всем разумением, Господь, всею волею, всею душою ихнею, Господи. Господи, также благослови их, благослови, Господь, ихний язык, Господь. Пусть их речь будет искренняя
и наполненные любовью. Господи, да будут они здоровы во имя Иисуса Христа, да будут они крепкие духом и телом, как говорится, и физически, и духовно во имя Иисуса Христа. Мы также благословляем их обеспечение, благословляем их, чтобы Господь хранил, оберегал, чтобы они, Господь, всегда были в радости, и чтобы мир был в их сердцах. Также мы, Господь, благословляем всю систему образования, Отец, всех педагогов, всех тех людей, Господь, которые окружают наших детей, которые имеют какое-то значение в их жизни, Господь. Господи, пусть эти сердца, Господь, будут наполнены Твоей любовью, Твоей милостью, Господь, Твоей мудростью, Господь. Господи, также, чтобы наши дети, они пусть познают свою ценность, свое значение, что они любимы. Пусть не будет отверженности у наших детей во имя Иисуса Христа. Также, Господи, мы благословляем родителей, родных и близких. Дай нам мудрости во всем. Господи, да будем мы примером для наших детей. И сей Божий народ сказал: аминь. Слава Богу за то, что в нашей церкви есть детские служения, подростковое, молодежное служение. Именем Иисуса Христа благословляем всех служителей детского служения, подросткового и молодежного служения. Пусть из них вырастет будущее для нашей церкви, чтобы из них Господь поднимал пасторов, евангелистов, пророков, учителей во славу свою. Пусть Царство Божие распространяется во имя Иисуса. И у нас еще есть одна часть служения – это десятины приношения. Господь сказал, чтобы мы приносили свои десятины в храм Божий, чтобы была пища. И пусть по Его Слову будет духовная пища, физическая пища во имя Иисуса Христа, и пусть каждая рука, каждое сердце дающего будет благословлена. Пусть Господь восполнит все ваши нужды. У нас есть еще номер карты, на который можно отправить пожертвования, можно деньгами бумажными в ведро положить. Пусть Господь благословит ваши сердца, ваши работы. Пусть придет мудрость от Господа, как быть хорошим управляющим. И сегодня я приглашаю Любовь Николаевну поделиться словом. Да. А братья могут, да, кафедру поставить. Драгоценная пока ставит кафедру. У нас есть замечательная добрая традиция, чтобы мы поприветствовали друг друга. Вот давайте мы сейчас это и сделаем. Кто-то кому-то подойдет, познакомится, скажет доброе слово. Поэтому встали, размялись перед проповедью, потому что проповедь 40 минут. Чтобы вы не сидели, вставайте.
Ну все, можно садиться. Я думаю, кто хотел, тот встал, поприветствовал, получил благословение. Да, я очень рада, драгоценная церковь, всех вас видеть, потому что долго была в отпуске, и смотрю, какие изменения новые появились в церкви, и чему радуется наше сердце. Конечно, очень рада, что у нас теперь это оборудование, барабаны, которое было куплено много лет назад по вере, что появится барабанщик, наконец-то оно функционирует в полную меру. Поэтому слава Господу за Богдана. Очень рады, сегодня было приятно это слушать. И также я думаю, что по вере нужно нам уже покупать новые стулья дополнительные, потому что мест явно не хватит. Если бы пришли все те, которые у нас в церкви, их уже не хватает. Очень много людей нет. Все, драгоценное, я очень прошу, чтобы все сели на свои места. Я подожду. Угу. Все обнимашки уже будут на чаепитии, хорошо? Ну, давайте уважать друг друга. Драгоценные угомонились. Мы в присутствии Божьем и будем внимать Слову Божьему. Мы сегодня продолжим изучение Нагорной проповеди, где изложено основное учение нашего Господа. Учение Иисуса Христа – это закон духовной жизни для каждого человека. И это практическое руководство для нас, христиан. А значит, оно должно быть краеугольным камнем всей нашей жизни. Вот как апостол Иоанн о нем пишет. 2 Иоанна 1:9. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Серьезное предупреждение, дорогие. Учение Христа настолько значимо, настолько связано со спасением души, что написано, что пребывающий вне этого учения не имеет Бога, то есть он не спасен. В чем же суть всего учения Иисуса Христа? Если сказать кратко, одной фразой, это учение об исцелении и спасении человеческой души. В Нагорной проповеди Иисус Христос подробно поясняет, как же нам достичь спасения души и как попасть в Царство Божье. Первое – это чтобы человек следовал заповедям Бога, а это значит, чтобы он любил Бога не на словах, а на деле. И второе, чтобы он любил ближнего и, соответственно, относился к нему, как хочет, чтобы другие относились к нему. То есть с любовью, сочувствием, состраданием. Так, как Иисус Христос относится к нам. И если человек исполняет заповеди Божьи, то он имеет богоугодный характер, который Господь Иисус характеризовал посредством заповедей блаженств. Мы с вами сегодня продолжим изучать высоконравственные качества или по-другому добродетели, которые являются неотъемлемыми чертами истинного христианина, характера его. Предыдущие две проповеди, первая и вторая части, потому что заповедей блаженств 9, да? Мы 4 прошли. Предыдущие две проповеди, первая и вторая части, есть в Ютубе, на платформе нашей церкви. И если вы пропустили эти темы, можно прослушать, дорогие. Там даны конкретные практические рекомендации, как же нам жить в соответствии с заповедями блаженства. Заповеди блаженства – это основа основ христианской жизни. А без основания все настройки, как известно, быстро рухнут. Никого из нас не получится угодить Богу или добиться стойкого успеха в изменении своего характера без понимания учения Христа и сознательного следования заповедям блаженства. Мало будет толку, дорогие,
если мы, осознавая суть какой-то своей проблемы или разрушающий вред, который приносят нашей душе некоторые привычки, черты нашего скверного характера, просто примем решение. Например, перестать огорчаться или перестать раздражаться. Ну, продержимся какое-то время в роли удовлетворенного и безмятежного человека. Но рано или поздно в итоге мы все равно сорвемся. Многие же это проходили, верно? Сталкивались с таким. А почему так происходит? А все потому, что если нет основания, нет внутреннего преображения, то все внешние проявления, они временные и нестойкие, нестабильные. Так каким же образом мы можем достичь этого радикального внутреннего преображения? Ответ очевиден – следовать учению нашего Господа. Вспомним первую группу заповедей блаженств. Ведь если их объединить вместе, то это просто громогласный призыв к радикальному преображению сердца. Первая заповедь, как она? Быть нищим духом. Она к чему призывает? Призывает к смирению и зависимости от Бога. Вторая заповедь, плачущие о своих грехах. Она призывает к покаянию и состраданию. Третья заповедь, кроткие, призывает к послушанию и доверию Богу. Четвертая заповедь, жаждущие и алчущие праведности, призывает к праведности и справедливости. То есть первая группа заповедей – это построение наших отношений с Богом. Это основание. Вторая группа заповедей блаженства есть не что иное, как практическое проявление этих наших внутренних изменений, нашего преображенного характера. То есть это надстройка, сооружение на этом основании. И это наш уже видимый характер, который будет проявляться в отношениях с людьми. Зачитаем всю вторую группу заповедей. Пожалуйста, выведите Матфея 5 глава, 7 по 12 стих. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Итак, мы сегодня переходим к 5 заповеди. Матфея 5, 7. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». И сразу же для подкрепления прочитаем притчи, 3 главу, 3 стих. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Другими словами, нигде и никогда не расставайся с милостью и истиной. И тогда, 4 стих, «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Для того, чтобы милость и истина проявились во внешнем поведении, то есть «обвяжи ими шею твою», да, говорит, они должны быть написаны внутри человека на скрижалях его сердца. То есть сделаться как бы частью разума человека и подчинить себе его чувства. Внутренние и внешние глубочайшим образом связаны между собой. И по сокрытой сути это одно. Наша жизнь отражает нашу сущность. Все мы своей жизнью показываем, являемся ли мы нищими духом, сокрушаемся ли мы о своих грехах, кроткие ли мы, алчим ли мы, жаждем праведности и так далее. Как же мы с вами понимаем слово «милость»? Обычно как мы понимаем? Это добрые дела, да? Это дела любви по отношению к другим. Это забота о людях, окружающих нас. Это помощь им, благословение, сострадание к заблудшим и жалость плененным грехом. Какие симптомы слова «милостивый» есть в русском языке?
Ну, я знаю, что вы их знаете, но я немножечко повторю. Благосклонный, благотворящий, ласковый, щедрый, добрый, доброжелательный, снисходительный, прощающий, угождающий. Греческое слово «милостивый» – «элимон» близко к нашему пониманию этого слова, а именно милосердный, жалостливый, сострадательный. Прекрасный назаветный пример такой милости показан в притче о добром самарянине. Думаю, что нет надобности повторять эту историю. Она записана в Луки 10 главе. Для тех, кто не знает, самарянин проявил к избитому человеку сострадание и милость. Он оказал ему действенную помощь. Вникнуть же и понять глубже слово «милостивый», а значит, что именно Господь вкладывает в это слово, нам поможет древний еврейский язык. В древнееврейском «милостивый» – это слово «хесед», а это значит «обилен благости», «прекрасное благорасположение» или «жалеющая любовь». Хесед, милость, означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами. Это не сочувствие, которое дано нам извне. Это сознательное отождествление себя с другим человеком. Это намного больше, чем эмоциональный приступ жалости. Такая милость требует, как я еще раз подчеркиваю, сознательных усилий ума и воли. В буквальном смысле слова это пройти через то, что прошел другой человек. Согласитесь, что этого очень не хватает в мире. Да и в христианской среде тоже, к сожалению. Вжиться в другого человека – это всегда непросто и не мгновенное действие. Оно требует явных усилий и времени. Но именно так поступил и Бог в Иисусе Христе. Бог отождествил себя с человеком. В самом буквальном смысле вошел в человеческое тело и пришел на землю как обычный человек. Явление Бога в Иисусе Христе – это высшее проявление милости хесед. Бог простил все наши беззакония и помиловал человечество. То есть Он не осуществил заслуженное наказание. И нас Бог учит поступать так же милостиво по отношению ко всем людям, а не только к своим близким или там родным, но и к врагам. Учит снисходить к человеческим слабостям, учит прощать, безусловно, и навсегда. Учит бескорыстной любви, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидали получить что-то взамен, а из любви к самому человеку исполнить заповедь Божью, исполняя заповедь Божью. Еще один важный принцип, который нужно нам всем понять. Мысли и действия любого человека всегда чем-то обусловлены. И если бы мы знали эти причины конкретного человека, видели корень их, нам бы было, дорогие, намного проще и понять, и простить этого человека. Французская пословица звучит так: «Знать все значит простить все». Бог знает все. И Он простил все и всех. Простить человека, даже если он не попросил прощения, это и есть милость. Так что сразу прощайте людей. В этой добродетели, милости мы должны подражать самому Богу, как написано в Евангелии от Луки 6:36. «Будьте милосердны, как...» Продолжите. «Отец ваш милосерд». Наш Бог милосердный ко всем людям. И Он посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным. Но основное слово на иврите, означающее милость, милосердие, это рехамим. Рехамим. Производное от слова рехем, что значит материнская лона, утроба, женская матка. Для кого-то из вас, возможно, это неожиданно. Ветхозаветное представление о Божьем милосердии сродни представлению о материнской любви.
Что для нас слово «матка»? Кто знает функции этого органа, тому понятно, что там происходит развитие плода. А если человек не знает это слово, впервые его слышит, так ему такие буквы, как М, А, Т, К, А, мало помогут. Смысл он не поймет. В иврите же каждое слово и буква имеет конкретное значение и смысл. Ирихем состоит из 3 букв – Реш, Хет и Мем. Согласные, гласных нет в иврите. Реш – это глава, главенство, Хет – стена, Мем – вода. И значит, ребенок плавает в воде, когда он в утробе. Ребенок огражден стеной утробы. И о нем заботится тот, кто носит его в себе, который имеет голову и способен мыслить, разуметь и помогать во всем, что этому ребенку нужно. Вот так все ясно и просто, дорогие. Утроба – это место называется также в Писании «недра отчим». И евреи милость понимают так. Когда Бог милует, Он берет человека в свою утробу и носит, вынашивает, помогает ему расти, созревать, защищает его своим окружением, заботится и дает полное обеспечение, говоря образно, другими словами, выполняет функцию женской матки. И если мы с вами просим «Господи, помилуй меня», или просим за кого-то о милости, это глубокая молитва на самом деле. Ведь она точно так же означает «возьми свою утробу, покрой своим покровом, надели своим обеспечением, даруй помощь пройти все испытания, трудности, помоги возрасти и созреть». А если мы с вами примем заповедь блаженств быть милостивым, то согласно значению к себе, да, примем, согласно значению слова «рехем», это значит покрыть своей милостью и своей любовью чужие грехи, чужие недостатки, не осуждать человека, не держать обиду на него, а простить ему все долги, не давать человеку того, что он заслужил по справедливости, а напротив, оказать ему добро, которое он, возможно, не заслужил и, скорее всего, не заслужил. Это значит также поделиться с ближним всем, что имеешь, благотворить с радушием, не ожидая человека вознаграждения, поддержать всем, чем можешь в трудной ситуации, помочь человеку подняться выше и так далее. И давайте мы с вами рассмотрим 3 слово «милость» на иврите – «ханан». Оно означает также «помиловать», склониться, преклониться, снисходительное расположение в благости по отношению к более низкому, по рангу, по положению, чтобы наделить его благоволением. Ханан – это качество божественной снисходительности к людям. То есть, когда Бог говорит «я помилую», это значит, Он говорит «я склонюсь, я преклонюсь к тебе, я явлю тебе мою благость, я наделю тебя моим благоволением». Думайте только. Представьте в воображении, Бог склоняется к нам, чтобы наделить своим благоволением. Давайте откроем Римлянам 9:15. «Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Бог суверенен в своих действиях. И слава и хвала Ему, что Он любит миловать, что Он по своей природе благой и много милостивый, весьма милосерд и сострадательный. Это написано в Иакова 5:13. Где мы, драгоценные, с вами получаем милость и обогащаемся ею? Где? У источника милости, у Господа. В послании евреям, 4 глава, 16 стих написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить» что? Милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть престол Божий в равной степени – это престол благодати и это престол милости. Мы получаем то и другое в одном месте. Где это место? Его еще называют седалище милосердия. Это крышка ковчега, где отпускали грехи.
Это место, о котором в Псалме 90 говорит Давид: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И этот престол имеет двоякое название. Но все же благодать и милость отличаются друг от друга. Милость, что такое милость? Милость заключается в том, что не по грехам нашим Господь поступает с нами, и не по беззакониям нашим Он нам воздает. То есть это то, что незаслуженно. Пример с блудницей, все тоже знаете. Иисус не осудил блудницу. Это милость. А где здесь благодать? Благодать: иди и впредь больше не греши. Или получи способность больше не грешить. Благодать – это сила Христа. Это сверхъестественная способность от Бога. Способность не грешить, способность думать, как Христос, говорить, как Христос и жить, как Христос. Как же нам, драгоценные, стать милостивым? Человека делает милостивым только Божья благодать. И если мы лично пережили благодать и милость Божью, родились свыше и находимся во Христе, то мы не можем быть немилостивыми, так как природа наша уже изменена. Все наши поступки являются результатом этой новой природы, новой жизни, которую мы получили от Бога через Духа Святого. А вот возрастать в этой грани характера мы должны с вами в первую очередь, строя основание христианского характера, то есть отношения с Богом, согласно первых 4 заповедей блаженств. Я думаю, что повторить будет не лишним. Первая заповедь – быть нищим духом, то есть нуждаться остро в Боге, осознавая свою безнадежность, осознавая безнадежность своего положения, свое бессилие. Вторая заповедь – это плакать от того, что в нас пребывает грех, а значит, ненавидеть грех, освящаться. Третья заповедь – быть кроткими, думать о себе скромно, трезво и объективно оценивая себя, быть послушными воле Божьей и жить по водительству Духа Святого. И что еще согласно 4 заповеди блаженств? Угождать Богу, любить Бога по-настоящему. Ведь это единственный вариант, когда у нас может появиться желание праведности, и мы можем взалкать и возжаждать праведности и жить по правде Божьей. Мы в прошлый раз очень подробно на этом останавливались. И тогда, пройдя первые 4 ступени по лестнице под названием «Христианский характер», я надеюсь, это уже усвоили вы, мы сможем подняться на 5-ю ступень, ступень милости, осознанно отождествляя себя со Христом в этой грани божеского естества. И уже оттуда смотреть на несчастных людей глазами, полными сострадания и любви, и воспринимать их как рабов греха, рабов князя мира сего, достойных сочувствия и сопереживания. В противном случае, даже если мы будем слыть среди людей милостивыми, на самом деле таковыми все равно не будем. Невозможно, драгоценное, быть милостивыми без тесных отношений с источником милости. Конечно, эпизодически, избирательно можно проявлять милость и без соблюдения 4 заповедей блаженств. Но быть милостивым в таком понимании, как желает нас видеть Бог, увы, невозможно. А каким нас желает видеть Бог? Он желает, чтобы мы обладали таким милосердием и любовью, которые бы были отражением Его божественной милости, хесед, рехамим и ханан, отражением Его безусловной любви, не делящей людей на друзей и врагов, на злых и добрых, праведных и неправедных. Итак, мы можем и должны быть милостивым. Для этого у нас есть драгоценное все. Во-первых, мы с вами созданы по образу и подобию Божьему, а наш Бог много милостивый. Во-вторых, одна из наших целей жизни – это уподобление Христу, внутреннее преображение и изменение себя. Мы призваны преображаться в образ Сына. В-третьих, Господь обещает и дает нам свою благодать, то есть способность к
которая помогает нам стать такими. Есть одна особенность у милости, на которую также еще хочу обратить внимание сегодня. Милости можно быть только за свой личный счет. Иисус свою личную жизнь отдал за нас. То есть милостивый – это тот, кто прощает личного врага, кто благотворит свое, тратит свое личное время, кто стремится к самопожертвованию и так далее. Милость ничего общего не имеет с эгоизмом, ведь она деятельная, а не просто слова. Итак, 5-я заповедь призывает нас к состраданию и прощению. Если сформулировать состояние противоположное милостивым, то оно звучит так: несчастные, безжалостные, ибо к ним не будет проявлена милость. И прежде, драгоценные, чем мы перейдем к вами к 6-й заповеди, напомню итог предыдущей проповеди. Исполнение заповеди блаженства проистекает главным образом не из наших усилий, а из чего? Из нашей веры и любви к Богу. Это очень важно понимать, чтобы не впасть нам в законничество и не отпасть от Божьей благодати. Итак, мы с вами переходим к 6-й заповеди блаженств. Матфея 5, 8. Откроем, пожалуйста. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы сегодня пели песню, там были эти слова. Увидеть Бога – это высшее желание. Это то, о чем нужно мечтать и к чему нужно стремиться. И вот в своей проповеди Господь Иисус указывает нам, каким путем это возможно достичь. Каким? Через чистоту сердца. Физическими глазами Бога мы не можем увидеть. Это ясно, потому что можем увидеть Его только духовными глазами, ведь Бог есть Дух. Но если наш духовный орган зрения испорчен грехом, помутнен, тогда мы духовно слепы. Увидеть Бога можно только духовным зрением чистой души, чистого сердца. Что такое сердце? Это слово упоминается в синодальном переводе Библии более 1000 раз. Сердце или душа – это в Библии разнозначные понятия, объединяя в себе разум, волю, чувства. Сердце думает, помышляет, в нем рождаются намерения, желания. Сердце чувствует, любит, гневается, радуется, то есть оно источник чувств. Из сердца вытекают источники жизни, поэтому Слово Божье предупреждает, что больше всего хранимого мы хранили что? Свое сердце, притча 4:23. Наше сердце управляет всей нашей практической жизнью, и оно определяет то, о чем мы говорим, ведь от избытка сердца говорят уста. Луки 6:45. То, что ценит наше сердце, того мы обычно и добиваемся в жизни. Верно? Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Как видите, много, а если точнее сказать, то практически все в нашей жизни зависит от состояния нашего сердца. А каково оно? Человеческое сердце, согласно Библии. Давайте откроем Иеремии 17, с 9 стиха. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» А Екклесиаста 9:3 говорит: «Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их». Вот так. Мы рождаемся в мир с испорченным сердцем. Его природа такова, что оно темное, запятнано грехом, а Господь хочет, чтобы это сердце было совершенно чистым. Кто же такие люди с чистым сердцем? Что значит это в нашей жизни? Греческое слово «чистое» — это кефарос. Его значение не смешанный, свободный от примесей, то есть высокого качества, безукоризненный, безупречный, незапятнанный,
не загрязненный, не оскверненный, правильный, прозрачный. Как мы можем определить с вами, чистое у нас сердце или нечистое? Что является критерием для оценки состояния сердца? Как вы думаете? Ну, смелее. По поступкам человека определить не всегда получится. Ведь можно совершать благородные поступки, добрые дела и при этом иметь нечистое сердце. Мы об этом сегодня остановимся. Так что же определяет чистоту сердца? Мотивы, драгоценные. Мотивы всех дел и поступков. Поэтому, не забывайте, что мы живем по духовному закону, поэтому можно так перевести 6-ю заповедь. Блажен человек, у которого всегда только чистые мотивы, потому что такой человек увидит Бога. Если у человека будут чистые мысли и чистые мотивы, без всяких подводных камней, без грязи, без корысти, то будут соответствующие добрые поступки, будет и любовь от чистого сердца, которую призывает Писание, апостол Павел, апостол Петр. Давайте дадим определение чистого сердца. Чистое сердце – это когда наши мотивы всегда чисты, без примеси выгоды. Это когда мы руководствуемся Божьими заповедями в любом деле, а цель наша – угодить Господу, прославить Господа и исполнить Божьи заповеди. И это единственно правильная модель, чтобы Божьи заповеди были на первом месте. И движущим мотивом была любовь к Богу и ближнему. Великие дела описаны драгоценно в 1 Коринфянам 13 главе. Это глава любви, да, вы знаете. С 1 по 3 стих, там великие дела. Вы видите на экран, пожалуйста, 1 Коринфянам 13. Но мы не будем зачитывать. Смотрите, даже если человек отдаст тело свое на сожжение, представьте себе, это непросто. Раздать все свое имение нуждающимся будет очень мудрым. Будет иметь все познание, будет иметь великолепные дары, великую веру, но при этом мотив его поступков будет неверный, нечистый, то это все абсолютно пустое дело в Божьих глазах. Никакой пользы в этом не будет человеку лично. Хотя люди будут это ценить. Бог может не оценить даже благовестие человека, казалось бы. Человек благовествует. Нет, Бог может не оценить. Если сердце человека нечистое, и делает он это по зависти или любопрению, о чем писал апостол Павел Филиппийцам 1 главе. То вам почитаете. Но можно делать небольшие дела, но делать их с радостью и с чистым сердцем. Например, вытирать пыль или мыть полы в церкви. Все задумались. Тема актуальна у нас. И таким образом ревновать о чистоте в Доме Божьем. И это будет угодно Богу, хотя люди могут не оценить. Кто может знать помышления нашего сердца и сердечные мотивы? Кто? Ну, и сами, и Господь, Творец. Зачитаем еще раз Иеремия, 17 главу, 9 стиха. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 10 стих. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Итак, от Господа ничего не сокрыто. И мы сами лично можем достоверно проверить свое сердце на чистоту также. Хотя мы нередко, конечно, предпочитаем сами себя обманывать, убеждать в обратном, оправдывать. Все же мы можем осветить свое сердце с помощью света Слова Божьего, которое, согласно Писанию, а именно послание Евреям 4:12, судит помышления и намерения сердечные. Что это значит, драгоценные? Слово Божье открывает человеку все его тайные, сокровенные мысли и намерения, обнаруживает их греховность, твердыни, небожьи принципы, управляемые им, и греховные цели,
которым он устремлен, то и Слово Божье показывает человеку все, что находится в сердце. И если человек действительно хочет заглянуть в свое сердце поглубже и знать, что же там на самом деле, то ему нужно смотреть на себя в свете Писания, а не судить о себе потому, что говорят о нем люди или он сам о себе думает. Любое действие в своей жизни можно оценить, оно угодно или не угодно Богу, исследуя свой мотив, драгоценное. Задай себе честно вопрос: зачем я это делаю? Зачем? И честно на него ответить самому себе. Например, человек славит Бога, поклоняется Ему. Богоугодное дело он делает. На наш человеческий взгляд, да. А вот что говорит сам Бог. Исайя 29:13 откроем. «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоволение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Бог укоряет народ. Вы делаете правильные вещи, славите меня, чтите языком, то есть хорошо говорите обо мне, но сердце ваше не участвует в этом. Оно далеко. И это сердечная нечистота. Богу не угодно такое почитание Его. А как мы славим Господа, когда здесь, в церкви? С каким сердцем это делаем? Исходит ли хвала Богу из нашего сердца или только из наших уст? А мысли в это время летают где-то далеко, и сердце тоже далеко. Сердечная чистота может проявляться и в желании греха без внешнего проявления. Матфея 5:28, известное место. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Посмотрел, захотел. Если человек в своем сердце не борется с грехом, не осуждая себя в этом желании, не отвергает его, но соглашается с ним, это грех. Это нечистое сердце. Дело времени, и грех вылезет наружу. Помните, Иов говорил, Иов 31:1 можно открыть: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Какая мудрость! Сердце надо хранить, драгоценное, в чистоте от плотских похотей, от мирских похотей, от всяких нечистых мыслей и желаний, от всего того, что в итоге исходит из сердца и оскверняет человека. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце и чист от греха моего»? Узнаете слово? Кто задает этот вопрос в Писании? Кто скажет? Это царь Соломон спрашивает. Откройте Притчи 29. Я процитировала просто. Притчи 29. Ответ очевиден. Человек не может сам исправить свое порочное сердце. В нас нет столько внутренней чистоты, чтобы самому себя очистить и сердце сделать чистым. Человеку нужен Господь, который может это сделать. И Он это делает. Но когда? Когда это происходит? Когда человек уверует, когда человек покается, когда человек посвятит свою жизнь Господу, тогда Господь по вере очищает его сердце и дает ему способность быть чистым по благодати. Но чистоту преображенного сердца теперь человеку надо сохранить в земной жизни, чтобы соответствовать блаженству чистых сердцем. Вот здесь потребуются и конкретные действия. Какие? Подсказывайте. Мы уже 2 из 3 самых основных озвучивали сегодня. Как вы думаете, что же от нас требуется? Слышу варианты, но не совсем все прям в точку. Ну, давайте по порядочку.
Все в своей жизни делать ради Господа, чтобы исполнить Его заповеди и делать из любви. И это должно быть единственный у нас мотив. Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Для Господа. Все. Все это значит все, драгоценное. 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью». Бог святой, и Его душа благоволит к тем, кто чист сердцем. С нами Он имеет общение, с ними Он имеет общение, и их Он благословляет прежде всего. Псалом 72:1, псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Да? Выделяет отдельно, упор делает, что благость прежде всего к чистым сердцем. Второе, что нам нужно делать, наполнить свое сердце очистительным Божьим Словом, вникать в себя и в учение. Иоанна 15:3. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Иисус говорит, что Слово, которое Он сказал, которое мы имеем, записанное Слово, Библию, то есть, да, когда оно проникает в сердце, оно производит там очищающее действие. Поэтому читайте, драгоценные. Слово Божье – это хлеб жизни. Это живое действенное Слово. И им нужно питаться регулярно, а не раз в неделю, в месяц. Оно помогает разобраться нам в самих себе, с каким мотивом мы сделали то или другое действие и с каким сердцем. Апостол Петр, сравнивая Слово Божье с чем? Со светильником, сияющим в темном месте, и ободряет обращаться к нему. Чтобы рассеять сердечную тьму, нужен свет Божьего Слова. А значит, надо читать Слово до тех пор, когда тьма не будет освещена. 1 Тимофея 4:16 все знают наизусть. Вникай в кого? В себя и в учение. Совершенно верно. Занимайся сим когда? Постоянно. Ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть мы призваны исследовать себя, испытывать, следить за своими мыслями, вовремя распознавать и не впускать, отгонять все греховные, злые мысли, анализировать свои мотивы, свои слова, действия, желания, проверяя себя в свете Божьего Писания. Обобщенно можно сказать, то есть сделать ревизию своего сердца. И это, драгоценно, неотъемлемый элемент и очень важный нашей христианской жизни. И третье, что мы должны делать, это основные такие пункты. Нужно регулярно освобождать свое сердце от всего ненужного, что уже впустили внутрь. И не позволять ему там укореняться. Здесь нам поможет что? Исповедание наших грехов перед Богом. Какое местописание любимое наше в этом плане? 1 Иоанна 1:9. Я не слышу. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды». Аллилуйя! Благ Господь! Значит, до исповедания наше сердце нечистое. Ведь путь христианина – это процесс очищения сердца от грехов. Драгоценные слова молитвы царя Давида, Псалом 50:12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», должны стать и нашими, и исходить искренне из сердца жаждущего чистоты. Итак, 6-я заповедь – это призыв к чистоте, честности, искренности. И если сформулировать состояние, противоположное чистым сердцем, то оно может звучать так: «Несчастны, нечистые сердцем, ведь они не увидят Бога». И последнее на сегодня место Писания – это еще одно чудесное обетование тем, кто имеет чистое сердце. Откроем Псалом 23:3. «Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте Его?
тот, у которого руки не повинны, и вместе сердце чисто. Кто не клялся душею своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Вот, драгоценный, итог жизни человека с чистым сердцем. Он взойдет на гору Господню, будет видеть Господа. Господь его благословит и помилует. Есть к чему нам стремиться. Благословляю вас, дорогие, именем Господа Иисуса Христа, ревностью по Богу и ревностью по чистоте милостивых сердец. Аминь. Драгоценные, у нас появилось много новых людей. Большинство из них я знаю. Рада всех видеть очень, но не всех знаю. И поэтому по традиции я спрашиваю, есть ли кто-то, есть в этом зале, кто не принял Иисуса Христа как своего Господа, Спасителя, но его сердце желает стать Божьим детем, желает войти в семью Божью, желает называть Бога своим Отцом и получить спасение, вы можете поднять руку, чтобы я повела вас просто с церковью в этой молитве. Но это делать надо осознанно, добровольно, без подталкиваний. Поэтому, чтобы, если кто-то желает вступить на путь Христа, пожалуйста, можете поднять руку, мы помолимся вместе с вами. Пока не вижу я поднятых рук, но было бы очень здорово, если бы каждый раз мы приводили кого-то, и люди выходили и принимали Господа. Аминь. Об этом тоже нам нужно ревновать. Ну, у нас есть еще объявление? У меня есть объявление, потом дам сеточки, да? Есть объявление? Драгоценные, у нас будет скоро святое водное крещение. У нас часть людей не смогли принять водное крещение в прошлый раз из-за того, что было отпуска, были каникулы, и они отсутствовали. Пришли много новых людей, особенно молодежь, которые желают принять водное крещение, и уже достаточно большая группа у нас набралась. Но если кто-то из вас, здесь сидящих, не подходил ко мне, не подходил к Марине, которая у нас является служителем молодежного служения, и не заявляли о том, что вы хотите принять водное крещение, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время. Можете написать мне, потому что я обязательно буду собирать эту группу и готовить. Никто просто так, без подготовки на водное крещение прийти не может. Поэтому к этому нужно подготовиться, чтобы было правильное понимание этого действия, очень важного в жизни, очень важного, важнейшего, скажем так. Вот. Поэтому я передаю микрофон, нужно, да, Светочка, тебе? Передаю Светлане. Спасибо большое, Любовь Николаевна, за ваше слово. И я, дорогие мои братья и сестры, еще раз побуждаю вас, если у вас будет время, пересмотрите, прослушайте эту проповедь еще раз. И давайте еще раз прославим Бога. А после можно пойти вниз, пообщаться друг с другом, помолиться. Спасибо служению, которое нас кормит сытным обедом, Марии и девочкам, которые помогают. Пусть Господь благословит вас. А тот вопрос, который у нас еще является актуальным, открытым, Господь уже отвечает. Желающие люди есть, которые бы хотели заняться этим. Слава Богу! Мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти.
Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Хоу! Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Хоу! Не забывай Божьей любви, не забывай